Парламентская форма правления в Кыргызстане не оправдала себя по нескольким причинам. Во-первых, партии в Жогорку Кеңеше в своей деятельности исходили исключительно из своих личных интересов и амбиций. Торги и интриги при создании коалиции и формировании правительства привели к тому, что невозможно было сформировать сильный и эффективный Кабмин. Во-вторых, Конституция 2010 года создавала условия для узурпации власти одним человеком, говорят общественные деятели. Мы все знаем, что Атамбаев был сам и судьей, и прокурором, и СМБшником. Всю власть он сконцентрировал в своих руках, по сути, узурпировал власть. При этом наша страна называлась парламентской, и никто ни за что не отвечал. Так называемые партии превратились в акционерные общества и бизнес-клубы, которые продавали должности, начиная от министров и до айлыкмөтү, грабили народ и бюджет страны. Система коллективной партийно-парламентской безответственности привела страну к политическому кризису и болезненным сбоям в экономике. В октябре народ выступил против этой системы. 10 января на референдуме кыргызстанцы смогут сделать осознанный выбор в пользу той или иной формы правления. И те политики, которые выступают против референдума, называя его незаконным, по сути выступают против воли всего народа, считают эксперты. До этого у кыргызстанцев никогда не спрашивали, какую форму правления они хотят увидеть в стране. Только народ является источником власти. Но сейчас некоторые политики говорят, что народ ничего не понимает. На самом деле он все видит и все понимает. Хочу сказать сторонникам парламентаризма. Именно парламентаризм в истории способствовал приходу к власти диктаторов и фашистов. Мы за президентскую форму правления. Даже если взять период пандемии, никто не понес ответственности за гибель людей. Обращаясь к отдельным политикам, экс-депутат Жогорку Кеңеше и общественный деятель Кемел Ашаралиев призвал их учесть мнение народа, а затем делать громкие заявления. Я не первый год в политике, но я впервые в жизни вижу, что весь народ единогласно поддерживает одного кандидата. Такого никогда не было. Сейчас Садыра Джапарова поддерживает весь народ, начиная от Лейлека Баткенской области и до Каракола на Иссыкуле, и мы должны признать это. Народ Кыргызстана уже сделал свой выбор, и он очевиден. После октябрьских событий народ Кыргызстана осознал острую необходимость в сильной, ответственной президентской власти. Глава государства должен отвечать практически за все – безопасность, внешнюю и внутреннюю политику, за экономическое развитие страны и благополучие граждан. Это большой груз ответственности перед страной и ее жителями, перед теми, кто сегодня готов отдать свой голос за своего кандидата. Именно понимание и осознание этой ответственности должно определять все решения будущего главы государства.